тратит абхазский студент в среднем? Готов ли он вкалывать до посинения, чтобы самостоятельно обеспечивать себя? Что думают студенты о нашей экономике? Какие новые возможности они могут предложить для эффективного, динамичного развития нашей экономики? Студенческий взгляд на все эти вопросы отвечают в формате передачи Мазейда. Добрый день, здравствуйте. Сегодня во всем мире среди интересов студентов, если не первое, то важное значение приобретает заработок. Даже старшеклассники и студенты пытаются самостоятельно зарабатывать. Во всех странах или в разных странах это происходит по-разному. Что у нас происходит, как у нас происходит, к сожалению, об этом сказать безошибочно сегодня никто из нас не сможет. Таких исследований у нас с вами нет. И сегодня с вами попытаемся сделать такой маленький шажок в сторону, может быть, исследования этого вопроса. И поэтому первый вопрос, он кажется простой, на самом деле это вопрос на засыпку. Сколько тратит среднестатистический абхазский студент, скажем, в день или в течение одного месяца? Я хочу зрителям сказать о том, что в основном сегодня здесь присутствуют студенты экономического факультета. Один-единственный гость этой передачи с другого факультета – это Илья Чехеря с исторического факультета. Я вижу, Илья хочет начать первым разговор на эту тему. Хотел бы рассказать о том, сколько я трачу в неделю, потому что, так сказать, мне присылают деньги на неделю. Это в районе 3-4 тысяч рублей. В основном затраты уходят на питание и транспорт, маршрутка, то есть как транспорт, на котором я передвигаюсь на учебу и с учебы. Я из Пицунды, будние дни нахожусь в Сухуми, на выходные ездю домой. На съемной квартире или… На съемной квартире. Ага. А расходы на съемную квартиру? Съемная квартира 15 тысяч рублей в месяц. Ты платишь 15 тысяч за Да, квартиру? Да. Скажем, если 3-4 тысячи ты тратишь на еду, на транспортные расходы в городе, в месяц получается это где-то 15-16 тысяч, плюс съемная квартира, около 30 тысяч ты тратишь, значит, в месяц. В основном мои расходы составляют это расходы на транспорт, это очень малая сумма, и большая часть моих расходов — это интернет-услуги. А так как я живу в семье, то основная часть расходов у нас, родители нас содержат, хотя мы вместе с ними работаем, но большая часть расходов именно приходится на нее, поскольку, как лично свой пример хочу привести, как ребята говорят, они расходы на жилье, там, может быть, одежда или какие-то иные услуги, то в данном случае у меня основных расходов на одежду как таких нет, потому что у меня есть, может, для меня даже плюс, у меня есть сестра, поэтому я могу как-то использовать, то есть мы вместе как-то пытаемся собирать наш общий бюджет и что-то покупать, поэтому в данном случае мои расходы гораздо меньше. Преимущественно основные расходы — это интернет-услуги и поездки по городу. Я думаю, тоже у меня расходы также. Если говорить про транспорт, про еду, как питаюсь дома готовить, я живу один, снимаю квартиру, питаюсь дома готовить, чтобы уменьшить расходы. Как-то суббота, воскресенье питаюсь как-то побольше готовить, чтобы в смысле есть, а не купить еду, как в ресторанах или в столовых. Самые большие, я думаю, у меня это расходы на жилье, хотя не как у Илья, у меня 7 тысяч как-то в Вы снимаете месяц. жилье? Да. Вы на съемной Да. квартире, да. Да. Угу. И еще как-то мне больше нравится читать как и книги или бумаги, поэтому мне легче как распечатать какие-то материалы, читать и на бумаге написать какие-то замечания, вот так. И эти расходы большие. Когда мне придется, например, распечатать какой документ, где 100 страниц, то обходит, например, 500 рублей. Ну, приблизительно, можно так сказать. И если будет у меня, например, курсовая работа или буду какие-то исследования и распечатать то много бумаг, то в тот месяц, да, расходы повышаются, например, по 2000-2500. Ну вот на еду в неделю сколько хватает на еду? В неделю. Но в последнее время могу сказать, что я заметил, что цены
поднялись? Как-то раньше смог, например, заходил в какой-то магазин или супермаркет, например, где-то 2 года назад, 1500 мне хватило купить, например, ну, более-менее на 4 дня на неделю, чтобы готовить и чтобы есть вот так, как сыр, вот так. А сейчас как-то... Это вы как Как-то, экономно да. рассчитывали деньги, вы представляете? Да, а По-моему, сейчас, я думаю, да, цены поднялись, но как каждое некоторое время поднимаются, но если сравнить сейчас на расходы, которые у меня были, например, 2 года назад, гораздо выше, да. Касаемо меня, то у меня в месяц, мои расходы составляют в месяц 1025-30. Но я сам проживаю в Сухуми, в основном это расходы на питание и на топливо. Ну, в связи с тем, что еще цены на топливо подросли, то и расходы в связи с этим тоже увеличились. Если рассматривать мои расходы как студента, то я должен поделить это на 2 этапа. То, когда я ездил каждый день практически из своего города Чимчиры, и то, когда я начал оставаться здесь. То есть первые 2 года я ездил, непосредственно это затраты вообще на общественный транспорт, ну и здесь необходимы были затраты на личные расходы. Но вот уже в этом году, когда у нас началась 6-дневная форма обучения, то экономнее стал оставаться здесь. Огромный плюс состоит в том, что здесь я квартиру не снимаю, и расходы мои уменьшились. Алхас сказал то, что у него разделено на 2 этапа. Вот у меня пока что только до. Я каждый день с Очамчиры езжу на учебу, и основные мои расходы — это транспортные расходы. На транспорт где-то уходит в месяц до 10 тысяч, это после перехода на 6-дневку. Также в расходы входят там, оплатить Wi-Fi дома, на счет положить деньги, а на питание, в принципе, если посчитать в месяц, именно когда я нахожусь в Сухуми, не дома, вот там выйти где-то с друзьями посидеть, это опять же в месяц до 10 тысяч, так что в общем 20-25 тысяч в месяц. Трачу деньги на общественный транспорт. Помимо общественного транспорта, так как у нас на экономическом факультете пары начинаются не как обычно в 9 утра, а 2-я смена, то есть это час дня. Утром родители уходят на работу, я могу не успеть позавтракать или что-то, и мне приходится тратить деньги все равно в ВАГУ на питание. И не могу сказать, сколько у меня уходит ежемесячно, потому что, ну, сумма, честно говоря, сильно варьируется, потому что мы можем иногда после АГУ выйти в город, погулять где-нибудь, посидеть, но ежедневно от 300 до 400 рублей. позавтракать или пообедать в нашей столовой, да, студенческой, это во сколько садится? Вы вообще обедаете или все-таки кофе, чай, там булочки, что-то такое? Ну, не совсем плотный обед, там взять какие-нибудь хачапури, пицца и попить, это около 150-200 рублей будет. Хорошо, вот скажем, вышли в город, там тоже в основном что? Кофе, наверное, Ну да, да? мы больше Кофе кофе и пьем. еще кофе, может быть, сок, что-то такое. Да. Да. Вот скажите, если вы группой, да, вот с друзьями пошли в кафе, как вы расплачиваетесь вот за кофе, там, за еду? Обычно мы можем поделить на всех поровну, либо если кто-то захочет, уже оплатить все сам. Если кто-то богат на этой неделе, он Кто-то может за вас кому-то, заплатить. да, родители да? прислали больше Хорошо. денег, кому-то больше денег. Да, вы дали, знаете, мы вот у оплатим. нашего поколения, вот у нас так, вот если мы садимся в маршрутку, да, все эти годы я ездила на маршрутке, да, после войны мы вообще пешком ходили, честно говоря, там 5-6 километров мы пешком делали. Да, мы садимся в маршрутку, значит, и вот ты смотришь, кто там из двоих сидит, знакомых, скажем, из преподавателей и студентов. Я, например, я не знаю, я так воспитана, чтобы я не заплатила за студентов и вышла, такое не бывает. Если они за меня заплатят, такое тоже часто было. Я вообще от них пыталась прятаться и потом ругалась с ними, что я хоть что-то зарабатываю, вы еще ничего не зарабатываете. Вот я просто в последнее время замечала, что другое пошло поколение, которое вот заплатил за себя и вышел. И в то же время я очень много видела студентов, которые вот один выходит, молодой человек, и за всю женскую компанию, за всех девчат он заплатит, и вы думаете, ну, бедный ребенок, он, наверное, сегодня останется без еды. Да. Ну, как бы неудобно, да, это мы, да, наш менталитет. Вот сейчас вот это происходит вот с вами, потому что я давно не садилась в маршрутку, вот последний год-два, да? Друг за друга платите, да, и так далее. Вот такое внимание пока еще остается в вашей среде, да? Ну да,
Это иногда кажется, что вот как-то вот немножко, напрягает человека, когда особенно приходится каждую копейку считать. Но мне кажется, что все равно ведь за тебя тоже кто-то потом заплатит и так далее. Мне кажется, это компенсируется. А вот эта энергия, которая человеку передается за внимание, наверное, дорогого стоит. Мне кажется, что мы эти вещи не должны потерять. И, не знаю, может быть, я мыслю консервативно. Я выше говорила о том, что вот и старшеклассники, и студенты пытаются что-то заработать, и сейчас очень важно, это очень актуально для большой части молодежи. Так происходит за пределами Абхазии. Вот мне интересно, вы все-таки на экономическом факультете, вы ближе к бизнесу, да? Если у вас появились мысли о дополнительном заработке, по-другому вообще сейчас это называется студенческие подработки. Если такие мысли появились, то интересно, в каком возрасте они у вас появились, да? И что же это были за мысли? Чем-то вы занимаетесь в этом плане? Интересный вопрос. Мне от мамы передалась такая жилка бизнесмена. Она у нас бизнесмен и учитель. С раннего возраста у меня всегда было желание как-то заработать и Интересно, раскрутиться. учитель-бизнесмен. Да. Чем занимается учитель-бизнесмен? Репетиторством или чем-то другим? Нет, учитель, она преподавала в школе русский язык и литературу и параллельно начала заниматься бизнесом. Кстати, это часто уже вот такое явление очень часто встречается во всем мире, когда и учителя, и других профессий люди, которые, по сути, являются бюджетниками, да, задумываются о том, чтобы создать свое дело. Жизнь, видимо, вынуждает, и Да. они этим начинают заниматься. Да, ей нужно было обеспечивать семью, но она часто возвращается в школу, когда есть проблемы с учителями. Она вот в том году преподавала 3 месяца. Но не об этом. Вот в 12 лет, я точно помню это лето, у меня появилась идея как-то начать крутиться, зарабатывать деньги. И я подошел к родителям, поговорил, сказал, мы живем в Пицунде. В Пицунде это курортный город, это реально летом есть большие возможности заработать деньги. Я попросил деньги, для чего я купил матрасы, круги туда-сюда, такое накупил. А мы живем прямо, где вот проход к морю. И все, я как сегодня помню, вот это реально такое, хоть и маленький был, целый день просидеть, вот там чем пойти погулять. Я сидел там с людьми, я с детства люблю поговорить, умею поговорить. И люди проходят, я с ними разговаривал, уговаривал, там, продавал им. Часто там многие оставляли деньги. И вот так, у меня что складывалось постепенно? Я не тратил деньги. У меня как получалось? Я это какую-то был не сумму... прокат, а ты просто продавал эти... Да, продавал. И у меня как получалось? Я оставлял какое-то количество денег, чтобы сохранить. А все остальное я выходил в город там с друзьями, типа вот у меня есть деньги там. И получалось так, то, что Это на было в каком следующий возрасте? год, Вот 12 скажи, сколько лет. ты зарабатывал в день? 12 лет. Честно, вот я точно сумму не помню, но порядка 3000 рублей у меня было. Ну, это же не чистые деньги, получается, в плане, там, наверное, 50% это материал, который мы покупали, ну, товар, точнее, тот же самый круг нужно же купить. Я думаю, 50% это вот деньги, за которые я купил. Но 1500 в день бывало, и там рублей 500 я мог потратить вечером, а 1000 рублей складывать. И у меня так постепенно складывалось то, что я за лето собирал достаточно большую сумму. Я помню, я подошел к родителям именно в сентябре, там, типа, вот, держите, я вам возвращаю деньги, которые я у вас взял. Да, и у меня вот так стало получаться, то, что каждый год я брал какую-то сумму там перед летом и делал что-то там велики. Интересная практика, и я заметил в нашем обществе очень много ребят, которые зарабатывают летом, подрабатывают официантами, там, не знаю, сдают велики на прокат, там кто-то в аренду берет Хорошо, велики. вы выросли Трудится. в туристическом районе, Да. скажем так, вот, да, и поэтому у вас такой личный опыт интересный. И очень многие ребята вообще я знаю, которые сейчас очень, что хорошо появилось, молодых ребят создали курсы сейчас экскурсоводов. И многие ребята с исторических факультетов международных, они принимают участие в этих курсах и летом зарабатывают довольно большие деньги. Как по мне, это вообще полезно. Человек изучает историю,
потому что там реально учат и на курсах истории Абхазии, и потом они летом занимаются таким бизнесом, ездят на экскурсии, зарабатывают довольно большие деньги. Это полезно, поэтому у нас не ленивая молодежь, если честно. Все крутятся, у всех есть какое-то желание заработать деньги. Как-то Не, вот... ну, конечно, в ближайшей перспективе хочется увидеть таких людей, которые вот как раз-таки выросли вот в туристическом районе и которые заработали много денег, да, вот посмотрим. Я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но помните в истории, как бы вот там, я сейчас не помню, вот, может быть, имя неправильно скажу, но Райан Росс, по-моему, ему было всего 3 года, когда он занялся как бы предпринимательством. Он начал продавать яйца с фермы своих родителей, да, и в день он зарабатывал $15, да, затем он перескочил на другой бизнес, да, я не знаю, 7-8, сколько ему было, он занялся газонами, да, понимая, что физически его не хватает на такой тяжелый труд, он начал старшеклассников нанимать, которые подстригали эти газоны. Он, в принципе, ничего не делал, но зарабатывал же, ему оставалась своя часть, своя доля и так далее. Ну, потом он, понятно, стал крупным бизнесменом. Вот так многие начинали. Так что можно начать предпринимательство или бизнес не только в туристическом районе, но и в других местах. Я постоянно откладывал деньги, и, получается, в последнее время очень серьезно был занят кое-каким делом. Я создаю свой бизнес, для чего я занимаюсь общественной деятельностью, и мне зачастую нужны средства на проведение тех или иных проектов. Поэтому мне пришла идея заняться легальным бизнесом. Я придумал это продавать мебель. Продавать. Что касается меня, то у меня семейный бизнес, это в основном связано с туристами, гостиница небольшая, номеров на 15. И так получилось, что лет 17 отец доверил мне руководить этим бизнесом, потому что я сам начал проявлять интерес. Но я начал заниматься рекламой. Потом, когда получил права, даже получилось так, что у меня еще со школы был интерес к истории Абхазии. Отец начал доверять мне машину, и я уже начал сам проводить экскурсии, людям становилось это интересным, и все больше и больше, даже помимо тех, кто отдыхает у нас в гостинице, и другие желающие появлялись, которые хотели попасть на мои экскурсии. Ну, в основном вот у меня вот это сезонный вот этот бизнес, которым я стараюсь руководить и в дальнейшем буду расширять, скорее всего. Скажите, вот то, что вы зарабатываете, вот скажем, в летний сезон, этого хватает вам потом на какое-то время? Это и хватает и мне, и я стараюсь родителям тоже как-то помогать по дому, я даю им часть денег тоже. А на экономический факультет поступили, потому что вам Ну да, чтобы уже расширять. какой-то опыт Ну был, да, да? чтобы получить какой-то опыт в дальнейшем, чтобы использовать это в бизнесе. За учебу вы платите? Нет, я закончил школу на золотую медаль и на Ага. бесплатной основе здесь обучаюсь. Тут у нас есть медалисты, еще вот вижу, впереди сидит тоже медалист. У меня никогда в жизни не было бизнеса никакого. Честно говоря, да, в школьное... Родители крепкой шеи выдерживают еще, да? Честно говоря, в школьное время, вот, например, у меня даже не проскакивало мысли там начать где-то работать, заниматься бизнесом. Ну, а чем-то интересовались? В школьное время очень много интересовался спортом. Мгм. Около Ну да. 9 лет Ну, занимался баскетболом. это тоже хорошо. Но сейчас пока, наверное, самостоятельно вы свои расходы не можете нести. Родители вам помогают, и родители в ваше образование тоже инвестируют. Да, вот уже когда поступил в университет, очень часто у меня проскакивает мысль, что уже надо как-нибудь все равно разгрузить своих родителей, как-то начать саму зарабатывать деньги, и пытаюсь даже сейчас найти себе какую-то работу. Лично я большую часть своей жизни вообще посвятила учебе, саморазвитию, и как-то времени даже не оставалось. У вас такая долгая жизнь, что вы... Ну, вот всё, что я пока прожила. И времени совсем не оставалось даже на какую-то подработку, ну и в принципе не хотелось пока. Но сейчас уже все больше появляется желание себя обеспечивать как-то самостоятельно, не зависеть от родителей. И будучи студенткой 4-го курса, уже даже подумываю взять свободное посещение, как-то совмещать с учебой, и, возможно, где-то смогу устроиться, может, даже и по своей профессии. Я чуть постарше по возрасту, поэтому вот чуть тут ситуация у меня отличается. Я работаю официально, я хочу рассказать про, ну, не как бизнес, но про Инал у мой опыт. нас репатриант, он приехал из Сирии, правда же, переехал в Абхазию, я надеюсь, что навсегда, да? Да? Навсегда. Да. Мгм.
Да, но я уже больше 8 лет как-то считаю себя больше не Уже вы не репатриант, вы уже натурализовались полностью. Хорошо. Да, хочу сказать, что, ну, смотря, что приехал из Сирии, как арабский язык хорошо знаю, английский тоже хорошо знаю, и сейчас как более-менее русский язык. И это мне как повезло. с абхазским-то? С абхазским хочу строить. Хочек, а и бзиница тут. Преподаю язык на интернет, арабский язык на интернет. Да, преимущество в том, что больше студентов на интернет. И еще очень хороший плюс, что по интернету обычно как по другим курсам, не по рублях, а по долларам и евро. И смотря какой курс, тоже это является немало. Имею в виду, если для тех, которые работают, например, на тот сайт, где я работаю, например, $10 это не такая большая сумма, то это как по рублях это не маленькая сумма. А спрос на эти курсы есть, да? Спрос, ну, как-то меняется, это не постоянно. Не могу В сказать, основном что это из каких стран вот люди хотят? из разных стран. Но смотря сейчас, что много беженцев тоже из Сирии, из Ирака, но из арабских стран, как-то более-менее спрос на арабский язык поднялось, да. Поэтому есть студенты из Европы, из Америки, те, которые хотят работать или понимать больше, что происходит, приходят на такие уроки. Что-то у меня, да, опыт отличается, но... Не, ну это же очень интересно. Вы зарабатываете на себя вот, или помогают родители еще? Я же говорю, я работаю официально, но это больше как после работы, чем я занимаюсь. Эта работа не мешает, вот не отражается на учебном Да, процессе? хотел сказать, что да, это сложно. Как-то работать 8 или 9 часов днем, потом 2 или 3 часа преподавать, еще как успеть учеба, нелегко. Но как-то, ну, можно. Да, а потом еще и приготовить надо еду. Я поэтому говорю, суббота-воскресенье приготовлю, да, на целую неделю. Я никогда не работала, пока все время, ну, как я занималась учебой, но в последнее время, конечно, появляется желание себя хоть в какой-то мере обеспечивать самой. Как-то все время на учебу, и родители тоже сперва отучись, потом уже идти работать. Но вот предпринимательское желание, оно у меня как-то было с детства, была даже смешная история, когда я хотела, ну, мне было лет 6, я хотела продавать воду, бутылировать, взрослые штили, вот мы тебе этикетки будем, а ты будешь продавать, но... это все детские забавы такие были. Но сейчас я, конечно, очень хочу по профессии поработать, а мечта... Ну, с такими мыслями в таком возрасте очень многие люди потом стали миллионерами и миллиардерами, кстати. Вообще с 10 класса у меня такая мечта есть — организовать свое дело, свою компанию, открыть. Почему-то у меня засела эта мысль в голове о производстве сыра, сырной ферме у нас в Абхазии, чтобы в городе был такой же вкусный сыр, как и в деревне. Ну, да, конечно... Сыр вкусный у нас, но его мало очень. Да, и из-за этой проблемы организовать это дело. И поэтому сейчас я хочу пока просто доучиться, поработать в какой-то структуре, набраться опыта и постепенно, как план, разрабатывать свои исследования немного накопить. Случайно вы пришли, да, на экономический Да, факультет именно. обучаться этой профессии? Да, именно поэтому я выбрала направление менеджмент, потому что хотела именно связать с производством свою работу, работа в команде, где-то творческий подход нужен, какие-то сложные задачи, изучение рынка, маркетинг, то есть я поэтому выбрала именно это направление. Но если говорить о каком-то своем бизнесе, то для меня это пока рано, есть только идеи и планы, но они пока, к сожалению, не осуществимы из-за нехватки времени и средств. Но могу сказать, что все эти планы связаны с моим родным городом Очамчира. Там есть большое пространство для открытия какого-то вида рода деятельности, бизнеса. А так, если говорить о заработке, здесь уже ребята говорили о том, что они очень часто подрабатывали летом. Я могу также сказать, что уже на протяжении 4 лет, каждое лето, работаю в сфере туризма. То есть на данный момент могу сказать, что я практически полностью независим в финансовом плане от своих родителей. Летом то, что зарабатываете, вам хватает потом на круглый год? Если говорить о том, сколько я заработал этим летом, то
получается, потратив еще это на свои личные расходы, там одежду. И даже сейчас у меня есть средства, которых хватают, чтобы не просить денег у родителей. Конкретной идеи бизнеса у меня как таковой не было, но если мы говорим о примере заработка, то хочу маленький такой пример, как из детства сказать, я не знаю, это было мотиватором или чем. Я помню, что лет 3 или 4 мне года было, я ходила в детский сад только после того, когда только если мне отец заплатил за это, может, когда была с мотиватором таким. Поэтому мы с детства всегда с сестрой вместе где-то работали, начиная с 12-13 лет. Это была отрасль в сфере образовательная сфера, потом у нас была отрасль туризма, это было очень интересно. Мы работали в сувенирном магазине, это было то, что постоянное общение, плюс мы были удивлены тому, что в Абхазии знает большое количество иностранцев из стран, которых мы даже не представляли. Это было из стран из Южной Кореи, из Америки, много людей приезжали, с нами разговаривали, мы как-то пытались с ними диалог найти, особенно когда они начинали с нами на английском говорить, а с нами, которые ребята работали, мы все как-то не очень хорошо понимали этот язык, но мы пытались как-то с ними контактировать, как-то передавать, чисто тактически общаться, это было очень интересно, и плюс в сфере услуг, как мы уже говорили, это большое количество иностранцев, в том числе россиян из зарубежных стран. Ты узнаешь, они рассказывают о том, какой сервис за рубежом, чего нам здесь не хватает, как мы можем это совершенствовать. Это все очень интересно являлось. И возможность даже стимулирования для наших ребят, чтобы мы самостоятельно могли себя обеспечивать. Семейный бизнес, кафе. Вот летом, когда уже после экзаменов свободное время есть, я в основном, когда большой наплыв людей, помогаю на кухне или же за барной стойкой. Вот лет 5 назад я также летом подрабатывал, продавал газированные напитки там с различными вкусами, сиропами. И это был мой основной заработок, ну такая подработка летом. Касаемо заработка, сегодня я совмещаю учебу с работой. Я работаю в продуктовом магазине оператором. Насколько я помню, каждый год после 9 класса, каждое лето точнее, я работал, ну, начиная с низов, с мерчендайзеров, с грузчиков. Я помогал своему дяде в этом магазине. И сегодня я, в принципе, уже освоился, так скажем, зарабатываю сам себе деньги на жизнь. И, так скажем, сегодня реализуем такую идею, как запустить свое производство. То есть мы уже на какой-то начальной стадии хотим запустить производственный цех по реализации готовой продукции. Интересно, вы помните свой заработок и куда вы инвестировали? Что вы сделали со своим первым заработком? Первая зарплата получил, я помню, купил часы. И до сих пор у меня есть. Они имеют такую ценность, как... Да, потому что сам купил. Это первое, что сам купил. И второй этап купил аккордеон. Я люблю, как играть на аккордеоне. Что вы играете? Ну, национальную музыку, абхазские, дикские, да. Да, не как профессионально, но как хобби. Но я тоже сам смог купить. И это было очень, как для себя, я был рад, что сам. Как, это не дешевая вещь, наверное, да, аккордеон? Аккордеон нет, не совсем дешевый, да. Но когда человек сам зарабатывает и сам покупает, что он хочет, это как-то что-то приятно. На родителей вы что-нибудь потратили? На родителей, которые все вечно инвестируют в вас? Ну вот, это не только первый заработок, но и далее также, когда я зарабатывал деньги, то есть у меня там определенная часть уходила на сбережения, это примерно 50%, 30% на личные расходы и 20% отдавал маме. В соцсетях, там в интернете полно, в общем, информации очень интересной, где разные истории успешных людей. Финансовые истории, бизнес-истории. Все они в основном предприниматели, бизнесмены начинали это дело очень рано. Кто с детства, кто с юношеского возраста и так далее. Мне интересно, вот чья история зацепила вас и как-то захватила, и вы поражаетесь, что этот человек смог сделать огромнейшее состояние вот благодаря именно своим способностям, своему таланту и так далее. Вот и особенно, когда оно бывает, знаете, вот когда семейный бизнес и семья оставляет тебе, да, вот какое-то состояние стартовое, очень важное. Иногда бывает, что это состояние
очень даже большое. И это получается, ты родился с серебряной ложкой во рту, как говорят. Это одно. А когда у тебя ничего не было, да, и ты начал с нуля, без стартового капитала и так далее, и вот в результате риска, там, скажем, да, и какой-то определенной способности, которая есть, наверное, не у всех, ты состоялся, ты сделал огромный успех, да, карьеру огромнейшую и так далее. Вот из этих историй, какая история, чья история наиболее для вас привлекательна? Я не любитель вообще смотреть на истории больших там людей, которые добились какого-то опыта и учат нас жизни, рассказывают то, что деньги это не важно или еще что-то подобное. Для меня большой пример, и это моя мама. Она, будучи не из богатой семьи, преподаватель, обстоятельства заставили этого человека развиваться, крутиться, делать. И на сегодняшний день она обеспечила нас 4 сына у нее, она нас 4 обеспечила и продолжает это делать. То же самое Она мебельное. одна это делала? Можно сказать, да. Как бы нельзя сказать то, что не было поддержки от папы, но он человек далекий вообще от бизнеса, от чего-то подобного. Его никогда это не интересовало. Это именно вот достижение мамы, которая день и ночь работает и по сей день. И что самое главное, этот человек работает и на сегодняшний день, когда, по сути, можно не работать, как бы отдыхать, заниматься собой, этот человек продолжает работать. И вот это важно, то, что никогда не останавливаться, продолжать работать. Я вспоминаю в конце 80-х, когда, вы знаете, в Советском Союзе, перед распадом Советского Союза, уже начался переход к рыночной экономике, да, и много людей, особенно молодежь, она рванула вот как-то в бизнес. Многие начали заниматься предпринимательством. Там было очень много возможностей, потому что это вот целый городок, который как государство вот живет своей жизнью. Там много студентов, аспирантов и так далее, стажеров. До этого, конечно, в основном студенческие подработки — это вот дворники, да, дворниками студенты работали. Тяжелый был труд, но студенты многие вот так, чтобы не зависеть от родителей, или родители не могли им помочь, вот так зарабатывали. Вот если взять, вот скажем, вот сейчас вот наш университет, вот эту инфраструктуру, которая не очень развитую инфраструктуру, да, вокруг университета, учитывая логистику и так далее, вы можете вот что-то, хотя бы какую-то бизнес-идею прямо вот сейчас вот родить, чем можно было бы вот тут заняться? Вот очень, вот вы смотрите на эту территорию, думаете, вот не хватает вот этого, да? Чем бы вы тут занялись бы? Я слышал, знаю, что практикуется в других университетах, когда, например, например, в исторический факультет, может быть, какие-то предметы связаны с экономикой. И практикуется так, когда студенты, например, экономический факультет помогают какие-то, например, некоторые лекции, ну, лично имею в виду, для некоторых студентов и зарабатывают. И так друг друга они помогают, но не помогают, а зарабатывают за счет этого. Но смотря, что у нас количество мало, все знаем друг друга, по-моему, чуть сложновато, как попросить деньги от друг друга. И это больше ну как, да, на этом здесь больше заработать, как по-братски, конечно, да. Да. Если было бы количество больше, как, например, несколько тысяч студентов, например, до 5-10 тысяч, люди не знали так хорошо друг друга, может быть, зарабатывало так. Ну, я думаю, можно было поставить на входе у каждого факультета, например, банкоматы с едой, не помню точно их название, с едой и напитками, допустим. Если ребята, допустим, хотят просто купить бутылку воды до буфета, допустим, спускаться с 4-го этажа лень, это было бы и студентам удобно, и свою копейку это тоже приносило бы в любом случае. Ну да, но это тоже надо посчитать, я не знаю, этот банкомат, за сколько можно его купить, да, дороговат, да? Да, насколько это продуманный коммерческий проект, я не знаю, но сама идея нормальная. В качестве идеи, вот если рассматривать, это было бы интересно, но так я пока точно не рассчитывал. Хорошо, молодец. Все равно приятно, что сразу созрел для такой идеи или для такого проекта. За эти годы вы, может быть, уже созрели для того, чтобы прямо на лекции
высказывать, может быть, другие взгляды, другое мнение. И если вы расходитесь во мнении, в оценках состоянием экономики, например, с преподавателями, есть ли у вас возможность дискутировать по этому поводу, и вообще бывает ли такое в вашей студенческой аудитории на экономическом факультете? В первую очередь, как бы дискутировать хочется с тем, который красиво, как наш преподаватель по маркетингу говорит, вкусно преподнести материал. Поэтому, исходя из того, как он будет преподносить нам материал, именно не заучено, а как он видит, и учитывать при этом нашу точку зрения, а не лоббировать только свои интересы. Примером являются наши педагоги по экономике. Я не хочу конкретно говорить, кто именно, они все дипломированные специалисты не только в Республике Абхазия, но и за рубежом. И исходя уже из их точки зрения, мы можем учитывать наши интересы. Но наши мнения порой могут расходиться с точки зрения того, что их мышление складывается в период формирования существования СССР. То есть там была конкретно социалистическая плановая экономика, четкое установление государства, что ты должен делать, куда ты должен направлять средства. А в наших условиях мы должны, то есть мы дети все, я думаю, рыночных отношений. То есть у нас большая часть интересует... Экономисты, которые выросли, выучились в то время, но преподают сейчас, они не стали рыночниками? Они переходят, не все из них являются, то есть среди них также являются те, которые выступают, остались следы той эпохи, но большинство из них близко, которые ровесники наших родителей, предположим, они уже больше переходят к рыночным отношениям. Если рассматривать нашу рыночную ситуацию в экономике, мы можем дискутировать, исходя из несогласным быть по направлениям, как используются средства бюджета, куда можно было бы их направить. Предположим, если я не хочу говорить плохо или хорошо затрагивать политику с точки зрения экономики. Мне нравится примером в Российской Федерации как прямая линия с президентом, то есть можно напрямую разговаривать, ты можешь позвонить или же напрямую встретиться и конкретно обсуждать. Нам необходима экономическая грамотность. Все слышат об экономических процессах, которые понимают в стране, но они не все разбираются о том, почему это происходит и что это происходит. Просто люди понимают, что там что-то прошло, и, следовательно, все начинают уже обвинять вышестоящие органы, но конкретно разбираться в этом никто не собирается, и у нас вот проблема установления диалога между властью и самими гражданами. То есть вот этот коридор необходимо установить. Если вам очень хочется, вот, чтобы ваши мысли, ваши взгляды, что-то дошло, вот, скажем, до президента, например, это сделать абсолютно несложно. И даже сейчас, вот, да, вот, раз вы затронули этот вопрос, у вас есть возможность вот, задать какой-то вопрос, пожалуйста, хотите президенту, хотите премьеру, вы озвучьте вопрос, и мы этот вопрос не будем вырезать, пожалуйста. Вот есть у вас такое желание что-то подсказать, что-то сказать, вот, что-то узнать? Вот конкретно донесение до народа, объяснить, почему, не говорить фразами как, то есть не говорить чисто экономическими или чисто юридическими фразами об экономических процессах, которые происходят в стране. Просто донести не до людей, которые уже владеют определенным уровнем понимания в экономике или в юриспруденции, а вот обычным гражданам объяснить, почему так происходит. Если людям объяснять, что и как происходит напрямую, а не там сдавать, что передавать, то есть делегировать свои полномочия кому-то другому и от вышестоящих к нижестоящим постоянно передавать, то это приводит к тому, что никто данную функцию не будет выполнять. Просто объяснить людям. Вы считаете, что это должны делать первые лица? Первые лица должны это контролировать, как они делегируют эти полномочия органам, должны следить за тем, как это будет выполняться. Просто верхушка власти, как у нас же централизованное государство в большей части своей, поэтому постановления или же указания, которые издаются сверху, пока не пройдут все ступени экономического необходимого исполнения, они уже, доходя до нижнего уровня, не могут быть не исполнены. То есть на каждом уровне необходимо установление контроля за его реализацией. Я до этого учился в Сирии, как у меня опыт. Просто хочу сравнить. Когда я начал там, студенты только экономический факультет были 2400, это первый курс. А весь факультет был в районе, я думаю, где-то 4000. Разница в том, что там сидели в один аудитории иногда 500 студентов. Возможность разговаривать с преподавателем, задавать вопросы, сказать нет, согласен, не согласен, было почти невозможно. А здесь, наоборот, мне очень нравится, что количество меньше, и всегда есть возможность сказать, почему так, почему вы думаете так. И я думаю,
ну, не могу сказать всегда, но постоянно были возможности на дискуссии. Или сказать, например, студент может сказать, не совсем понимаю, почему так вы читаете. И это И мне как очень... реагирует преподаватель, если вы Ну, очень- говорите, что мы не совсем поняли, о чем вы сказали, или Очень какой-то хорошо, вопрос? очень хорошо. Мне Ага. очень интересно такой процесс, потому что я могу глубоко понимать, как они мыслят. Они же имеют большой опыт, и многие из них работают уже не только в университете, у них есть своя работа или какая-то своя деятельность. И очень интересно понимать эти люди, которые имеют такой опыт, как они анализируют, когда они в супермаркете что-то покупают, как они думают, как я, будущий экономист, как должен, куда смотреть, как смотреть. Это мне очень интересно. Не, ну это, Да. кстати, вот в этом плане надо ценить наших преподавателей. Я знаю, что ни один преподаватель, ну, я не знаю, исхожу из своего опыта, не скажет, нет, я не буду тебе объяснять, это вообще послушал лекцию и до свидания. Так преподаватели у нас не делают, но я знаю очень многие вузы за пределами Абхазии, где говорят, что я не обязан тебе это рассказывать. Вот, слава богу, это не наша история с вами, да, не Да. наша реальность. Да, конечно, здесь я не сравниваю, тоже университет в Дамаске имеет очень хорошую репутацию, просто возможности нет, смотря какое количество, да. А здесь это очень интересно. Интересно, если вы хоть раз спорили со своими преподавателями, да, по поводу нашей экономики, да, состояния экономики, уровня экономики, проблем экономики, да, вы можете хоть одну историю, один случай привести, где вы с преподавателем не нашли общего языка, где вы не приняли его оценку, его точку зрения? Я не студент экономического факультета, но вот сейчас, перед тем, как началась эта передача, эти съемки, так получилось, то, что я находился в отделении экономического факультета, и там был их преподаватель, я, к сожалению, не знаю, какой имя, Александр Викторович. У нас с ним получилась дискуссия по экономическому вопросу, и мы реально разошлись во мнении, но... Это странички? Да. Ага. Но получилось так, то, что реально человек вошел в дискуссию, он проявил дипломатию. Я, может быть, не совсем правильно там должен был помолчать больше, но все равно как бы человек отнесся адекватно к этому, и он дискуссировал, он приводил свои, С да, большим свои опытом аргументы. чиновничьей работы тоже, помимо Свои того, что аргументы экономист, приводил. да. И меня радует действительно то, что у нас в АГУ есть возможность разговаривать с преподавателями, свою позицию выражать. Да, иногда это не совсем хорошо заканчивается, но эта возможность есть. Это реально- заканчивается иногда плохо? Ну да, в плане Например, как? не Что всем может учителям, не всем преподавателям нравится, когда им перечат или как минимум там выражают свое мнение. Это тоже присутствует. Когда задают вопросы, тоже не нравится. Не, вопросы еще хорошо, но бывает у меня лично, я часто по-другому мыслю и часто выражаю прямо свои мысли, и не всем это нравится. Но это хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что у меня очень много знакомых друзей учатся в других вузах. Там это невозможно. У меня не было опыта споров с преподавателями, потому что нам действительно, ну, по крайней мере, студентам экономического факультета очень повезло, потому что много преподавателей, практиков, которые действительно и добились много успешно в своей деятельности, и с ними часто бывает, кто больше времени уделяет теории, а кто теории и практике. И наши преподаватели, несколько точно за вот все 4 года, которые я проучилась, были, которые наше мнение спрашивали, и иногда наши мнения совпадали, то есть они отвечали на наши вопросы, останавливались, уделяли внимание, поэтому действительно это преимущество в какой-то степени, что у нас небольшие такие группы. Что вы думаете об экономике нашей страны? В целом об экономике, вот за послевоенный период, как вы ее видите? Сегодня, как я вижу экономику, что очень много возможностей, но не все они используются. В большей части, конечно, наша экономика держится на туризме, и в промышленности у нас в не очень больших масштабах, это вот только в большей части виноводочное производство, но тем не менее
торговля очень развита, у нас транспорт, но у нас действительно есть возможности, и тем более у нас есть опыт. И я за то, чтобы именно упор делать и на туризм, его еще больше развивать, например, виды, которые у нас пока не очень развиты, там зимние курорты или какие-то походы в высокогорья, разные. И сельское хозяйство, тем более у нас такой большой опыт, и у нас даже в рамках нашего университета есть специалисты, которые могут вот именно с научной части подсказать что-то, разработать те же самые технологические схемы, что-то подсказать. У них есть опыт советского времени, когда у нас и чайная промышленность, и цитрусовые очень были развиты. Вот сегодня у нас это наше достояние, это мы традиционно аграрная страна. И даже если мы говорим о туризме, то нашим туристам, которые сюда приезжают, им интересно видеть наш колорит, наш национальный продукт, когда мы предлагаем именно свою продукцию, будь то это сельскохозяйственная или пищевой промышленности. Конечно, возможно, больших возможностей нет у нас. По-любому все равно нужно привлекать инвестиции, но если будет желание со стороны населения, это такое предпринимательское желание, даже вот самое простое, обеспечивать связь между селом и деревней, хотя бы то, что наши крестьянские хозяйства выращивают, хотя бы селом и городом, кооперацию, поставлять в город этот продукт, то есть есть возможности и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Вы говорите, что Абхазия перерабатывающая. традиционно аграрная страна, но в советское время вы знаете, что неплохо была развита промышленность. Просто после войны то, что произошло с нашей промышленностью, как вы называете? Что произошло с нашей промышленностью после войны? Большинство из них было разрушено, или же строительные материалы, предположим, они были вывезены за пределы Республики Абхазия и просто проданы. То есть на тот момент люди, видимо, их главной целью было выживание, получение средств для этого выживания. То есть они как-то не задумывались о том, что будет через 20-30 лет и как нам придется это в дальнейшем восстанавливать. Но вот именно с точки зрения понятия именно обычных граждан, к настоящему времени мы пришли к тому, что все то, что было создано в период СССР, это все сейчас нам необходимо. Ведь можно рассматривать пример не только Абхазия, это не единственная страна того государства. Пример стран, которые сумели сохранить республику Белоруссия, Казахстан. Если плюсы, которые были в СССР, это являлось то, что вся та промышленность, которая была в то время создана, она практически сохранилась, может быть, даже модернизировалась к современным требованиям. Экономика в Абхазии на сегодняшний день действительно хромает, если так можно сказать. Я не экономист, но вот как я знаю, экономика вообще это... Он не экономист, поэтому говорит, хромает экономика. А как экономисты должны сказать, какой терминологией вы пользуетесь? Правильную терминологию. Как я знаю, это когда между людьми или не людьми, там, государствами происходят сделки. На сегодняшний день в Абхазии сделки не происходят внутри страны, они происходят все с Российской Федерацией. Получается, все средства, которые мы зарабатываем, они уходят в Российскую Федерацию. По последним сводкам Абхазия больше импортирует, чем экспортирует. Буквально на днях на выездном совещании в Ткорчале президент говорил о том, что все наши проблемы упираются в то, что мы пока не создали эффективной экономики. Я имею в виду, на сегодняшний день задача построить такую экономическую политику внутри страны, чтобы средства как можно больше происходил обмен средств внутри страны. У нас есть реально очень много граждан, которые могут предоставлять услуги. С каждым годом это все больше увеличивается. Люди понимают, что нужно работать. Это одна сторона. Другая сторона, у нас есть люди, которые могут производить.
производить те же самые овощи, фрукты, реально то, что возможно делать в нашей стране. Если бы мы подняли, допустим, промышленность такую, сельское хозяйство, мы бы смогли бы создать такой обмен, то, что средства люди бы внутри страны обменивали. Нам бы не приходилось закупать с Российской Федерации то, что мы сами можем производить. Уже какой-то процент экономики оставался, сохранялся в стране. Получается, средства, которые мы на туризме зарабатываем, на всяких услугах внутри страны, мы их отдаем в Российскую Федерацию. Вот тут ломается вот эта цепочка. В каждом государстве же, как я понимаю, идет обмен. Кто-то что-то производит, кто-то какие-то услуги предоставляет, кто-то кредиты дает. И вот такой обмен происходит, и экономика внутри средства, внутри страны кружится. На сегодняшний день у нас нету такого. У нас средства уходят, круг начинается, идет и в Российскую Федерацию. Но эта проблема с чем связана? У нас эта проблема связана с отсутствием промышленных предприятий. На самом деле импорт за последние годы он составлял где-то 20 миллиардов рублей, а экспорт 5 миллиардов. То есть видна разница, что мы больше импортируем, чем экспортируем. Но основная проблема связана с отсутствием промышленных предприятий, то есть мы уходим в конец. На данный момент как нам с этим справиться? Очень сложно. Очень сложно, но как я вижу, у нас есть вот определенный... У нас была, кстати говоря, Да. мы произвели деиндустриализацию. В 90-х годах произошла деиндустриализация. Виктория мягко сказала, что людям надо было выжить, скажем, разграбили, она слово это не сказала, но на самом деле разграбили промышленные предприятия наши, там фабрики, заводы и так далее. Все общество не имело отношения к этому. Надо понимать, что это группа людей, если грубо говорить, то кучка людей занималась этим. И поэтому у нас индустрия, которая была создана в советское время, ее не осталось. И теперь мы стоим перед какой дилеммой? Мы должны, получается, развивать промышленность, начиная буквально с нуля. Не, я считаю, вы правы. В Пицунде, вот он задал мне вопрос, я хотел бы ответить. В Пицунде есть теплицы. Вообще, я считаю, нецелесообразно было в Пицунде их делать, так как там люди, местные жители, не будут работать, выращивать помидоры, потому что у них есть бизнес летний, туризм. А я считаю, это нужно было делать в Ткварчале, там, в Ачимчирском районе. Там, где у людей нет возможности туризмом заниматься, они бы успешно подхватили эту инициативу и начали бы работать. А на сегодняшний день это не работает. Объясню почему. Этот бизнес начал развиваться, но у них есть конкурент, Российская Федерация, которая производит намного больше помидоров, поэтому она может дешевле их продавать. Они в страну приходят, и представляете, наш помидор, который выращен в Абхазии, дороже стоит, чем помидор, который привезли, не знаю, с Ростова. Это какой путь оно проделывает, и все равно дешевле. К чему мы должны... Во что мы упираемся? Наше государство должно работать на таможне. Это повышение каких-то тарифов, не знаю, налогов. Я реально не экономист, не знаю точно. Это терминов. то, что он сейчас говорит, имеет отношение к политике протекционизма? Проблема была всегда. Нет, ну пусть была, но он, получается, сторонник политики протекционизма. Разве нет? Когда он говорит, что надо такие ввести там таможенные пошлины, да, прежде всего такие, чтобы людям невыгодно было завозить сюда, скажем, продукцию, похожую, аналогичную, если у нас в Абхазии имеется, вот скажем, да, там вода, например, да, или виноводочные изделия, пиво и прочее, вот из того, что я могу назвать. Я считаю, что вот это части по протекционистской политике, если я правильно понимаю протекционизм. Но это немножко неправильная позиция, поскольку вот, например, в таком случае, если ввести такие таможенные пошлины, вообще конкурентная компания, там российская, например, она будет снижать цены до такого уровня, чтобы в любом случае мы завозили по настолько низкой цене, чтобы таможенные пошлины никак не повлияли на ввоз продукции в страну. И для такой компании это будут копейки, но они никогда не потеряют такой рынок, как Абхазия. Совсем обойтись без государственных рычагов регулирования нельзя. Конечно, мы не можем полностью повысить таможенные пошлины, но в каких-то других вещах, например, госзаказами или, например, если мы ведем для каких-то торговых точек или гостиничного бизнеса
например, как один из пунктов лицензии, что именно употреблять продукцию нашего отечественного производителя, чтобы отечественный производитель постепенно наращивал рынок сбыта. Без этого тоже нельзя обойтись, потому что мы все-таки живем, у нас такая переходная экономика, не совсем рыночная. И чтобы мы могли прийти к идеалу, скажем так, без этого пока мы не можем обойтись. Если кто-то говорит то, что российские компании будут понижать цену, у российских компаний есть минимум. Вот, допустим, не может быть то, что они до нуля. Они, допустим, тратят 30 рублей, чтобы вырасти, я не знаю, как это правильно считать, допустим, тратят 30 рублей, чтобы вырастить этот помидор. Ниже 30 рублей они не сделают. Согласишься? Не могут они сделать, как они будут производить в убыток. Они будут себе работать в убыток, поверь. Они будут работать в убыток, но они не потеряют целевой рынок. Как бы мы не увеличили таможенные пошлины, это не повлияет. Все равно, да, может это как-то ограничит немножко, но это не такой сильный регулятор. Можно скажу? Нам не хватает всего лишь рублей 5, даже 2 рубля. Помидор кубанский, он стоит, грубо говоря, 20 рублей, абхазский 25. 5 рублей. Пусть. Когда наш помидор местный будет наравне хотя бы с российским, поверьте, местные жители будут покупать местные. Больше доверия, как я знаю, часто кто на рынок Илья, приходит... я в принципе поняла, что ты хочешь сказать. Если кто-то из экономистов захочет оппонировать или поддержать его, пожалуйста. А если говорить по отношению, сравнивать Российской Федерации и как рынок и Абхазия, являющийся рынком сбыта ее, то, как ты, Илья, предлагал таможенные пошлины увеличить, то я поддерживаю тебя, поскольку Абхазия не является единственным рынком сбыта для российских компаний. То есть российская компания сотрудничает с множеством международных организаций, в том числе и странами нашего, как мы в пример в большей степени ставим, это страны Советского Союза. Поэтому использование таможенных пошлин, оно не является основным инструментом, регулятором данной экономики, поскольку она может немного потерять на, предположим, потери в отношении прибыли в Республике Абхазия, но при этом она может выиграть, например, в других соседних республиках. Поэтому от этого его положение может не измениться. Это как основным регулятором. Сейчас мы говорим о своем отечественном производителе. Мы хотели сказать это к тому, что поднять таможенные пошлины — это не решение проблемы, и мы тем самым... А вы другие скажите, какие решения тогда есть? Хорошо, вы считаете, что таможенные пошлины не помогут, это не решение. А где лежит решение? Я согласен с чем говорили, но это входит в теорию отраслевых рынка. Это барьеры входа на рынки. Государство, как же говорили, есть некоторые инструменты, которые можно использовать, чтобы было вход на рынки для иностранных компаний, организаций было сложнее. Но я согласен, что устойчиво у зарубежных компаний российских большое. Те компании, которые производят 1 миллион бутылок, например, в день, они может год работать без прибыли, чтобы не потерять. Поэтому борьба здесь, начинать такую борьбу, прямо как борьба, я думаю, будет сложно. Но с другой стороны можно как помочь наши предприниматели, наши бизнесмены. Смотря что мы не можем какие-то финансовые как помогать их, но может какие-то льготы на налоги, чтобы было им легче производить. Понимаю, что бюджет у нас, мы не являемся такой богатой, как страна, но надо тоже найти баланс, потому что наши бизнесмены тоже работают в такой, как вы же говорили, сложные условия. И надо сказать им спасибо, что вы продолжаете работать, несмотря на что. И я считаю, что мы должны их защищать побольше, но не просто вот так морально, но тоже по закону, по какие-то льготы, чтобы они могли больше работать. Если у них получается больше работать, больше прибыль, то будет еще больше рабочих мест, будет можно в дальнейшем больше налоги будут платить. И в какой-то момент, может, экспорт будет больше. Но это не такой легкий тоже вопрос, чтобы вот так через 1 минуту решить. Но мы соседи, очень большая страна, Россия, как
чуть будет сложно вот так работать, в смысле так на таможне вот так резко что-то поднять. Или, но если они как компании будут принимать это как борьба, то у них Но тоже дело есть... в том, что, вы понимаете, он дал вам, как мне кажется, мы с ним, он будущий историк, да, мы историки, да, это была определенная затравка. Для Ильи сейчас не принципиально важно, как это будет сделано, какие инструменты будут использованы. Для него важно, что вот такое направление должно быть, такая должна быть тенденция. А вот какими инструментами это сделать, это больше должны знать вы, понимаете, чем Илья, потому что Илья, скажем так, этому не учился. И поэтому мы, кстати, приплыли к этому вопросу, но я не собиралась сегодня как-то особенно затрагивать вот эту тему протекционизма, потому что вы знаете, что многие государства очень долгое время проводили противоположную политику. Трамп в Америке, вот я помню, когда он пришел к власти, он заявил противоположность того, что было раньше, он заявил, что они будут проводить протекционистскую политику, то есть в интересах, экономическую политику в интересах своей страны. Мы об этом говорим. Я согласен с моими коллегами, которые сказали то, что там повышение всяких таможенных пошлин это один из инструментов, но он здесь не приоритетный. Вообще надо начинать решение этой проблемы с такого глобального момента, надо поднимать наше народное хозяйство. Государство, помимо повышения, снижения таможенных пошлин, есть и другие инструменты. Допустим, чтобы те же самые условно помидоры, чтобы государство может в свою очередь, чтобы тот человек, который занимается этим хозяйством, который выращивает помидоры, не боялся, что там его помидоры не купят, они куда-то там не пропадут. Условно мы можем запустить какую-то фабрику, которая бы занималась переработкой этих помидоров, там делал бы томат, закрутки и так далее. И мы понимаем то, что на начальном этапе... Это еще один важный инструмент. На начальном этапе, условно, да, мы по-любому не сможем в любом случае конкурировать с российскими поставщиками, с их ценами, но, опять же, нужна какая-то национальная идея поддержки отечественного производителя, пусть на 5 рублей, на 10 рублей дороже, но я куплю у нашего отечественного производителя, зато буду знать, что это там экологически чистый, из чего он сделан, здоровый продукт. А есть вот продукты, по которым, или товары, по которым с которыми, вернее, нас не пускают на российский рынок? Вы в курсе? Вот есть такие товары, да, Я понимаю. продукты. Почти не допускают до российских рынков. Их, может быть, и допускают, но они не могут составить конкуренции, потому что сколько производит Российская Федерация, а в Абхазской Федерации не могут производить. Вы не поняли? И да, то, что мне какой вопрос был, я отвечаю на него. И самое главное, вообще я не понял, почему вы зациклились на этих налогах. Мы говорим о комплексе, который нужно делать. А вы говорите о налогах. Во-первых, это важно, это нужно, обязательно. Вы еще, как я понимаю, вы все экономисты, наверное, у одного учителя учитесь. Я так думаю, потому что у вас у всех мышление одинаково. И я не осуждаю ничего. Возможно, по законам экономическим это так, это не получится, еще что-то. Я человек не системный. О чем я говорю, это комплексная работа, где поднимаются налоги, стараются реально помочь бизнесу во всех направлениях. Реально, то, что ты говоришь, объединять, чтобы люди, национальная идея была, то, что нужно своих, тоже, но это комплекс. И налоги, и то, и то, и то, только так. Нельзя, допустим, если мы все будем просто топить за это, вот только наши продукты покупать, я уверен, не у всех будет возможность, потому что российский продукт будет дешевле. Я больше чем уверен, как только увидят конкуренцию. Допустим, вы сказали построить перерабатывающий завод. Как вы говорите, невозможно сделать налоги, но завод, которым много миллионов нужно на него, мы можем построить. Как? В экономике нету вот так прямо черное и белое. У нас все основывается на баланс. Какой-то ставка чуть-чуть больше будет влиять как налево, будет влиять прямо направо. Но если мы не будем, например, в какой-то момент не запускать российские товары, то будут товары у нас мало. Товары у нас мало, тогда будет инфляция. Будет инфляция, то это еще будет некоторые проблемы. Поэтому может иногда человек думает, что этот момент не имеет связи, но по экономику все имеет связь. Все про найти так золотой баланс,
где нам и другим, и всем жителям будет хорошо. Но это значит, что нам придется какой-то ущерб принимать, чтобы было больше положительной стороны. Поэтому хочу сказать, Вы что... можете да. мне сказать, простите, я перебиваю, почему вот мед абхазский, вот такой качественный продукт, его нет на российском рынке? Я думаю, здесь может быть два момента, но я не эксперт в этом, поэтому, может, не буду прав. Но что я предполагаю? Во-первых, я думаю, анализ должен быть для такой вид мед, чтобы было понятно на российском рынке, что за мед, какие там... То есть сертифицированный должен быть, Да, и а у сейчас- нас нету да. сертифицированного меда. Я работал, сам занимался этим, но не в Абхазии, в Сирии. Сейчас очень распространено, что пчелы были в такое место, где только одно или два вида дерева. Поэтому можно сказать, что это мед, например, не знаю, какой вид растения. А в Абхазии такого нет. Поэтому мы не можем продавать один вид мед, типа это такой вид, будет смешанный. Вот первый. Во-вторых, Россия тоже заинтересована защищать свои бизнесмены, которые этим занимаются. Понятно. Разве Да. не об этом мы говорим, что Да. мы тоже должны защищать свои интересы? Да, поэтому у нас должно быть тоже такое качество высокое, чтобы убедить потребителей там, что даже несмотря на это, стоит у нас купить. И для этого опять я вернусь к этому. Надо поддерживать тогда люди, которые этим занимаются. А как поддерживать? Нам придется, если, как мы уже говорили несколько раз, что финансовые ресурсы у нас мало, мы не можем так, то должны быть другие инструменты. Но такие инструменты может быть вот так, какие-то льготы, какие-то, например, на определенное время, хотя бы для стартап-бизнеса, чтобы было налоги поменьше. Или вообще не было налоги. Или, например, чтобы была прогрессивная налога. Не те компании, которые зарабатывают очень хорошо, и те, которые еле-еле работают, платили по одной ставке. Но там, конечно, это как будет большая тема. Нам придется защищать наши предприниматели. Но еще один момент хотел сказать. Для этого все, что мы обсуждали, тоже мы можем долго обсуждать, пока у нас нет конкретной цифры. Чтобы разрабатывать такую какую-то программу, потом оценивать, насколько удачно получилось или нет, должно быть у нас цифры до и после. Это тоже у нас проблема, как в Абхазии. Цифры, которые официально публикуются, тоже, ну, даже там в некоторых строках, например, написано численность, например, занятых по официальным. Да, это значит, что есть, которые не по официальным. Но здесь я хочу сказать, что тоже это существует такая проблема, что у нас нет базы данных, которая нам позволяет прямо ставить очень конкретный план и потом оценивать, насколько это получилось. Из того, что сказала Лана, вот я запомнила ключевое слово, что наша экономика носит какой характер? Вы прямо, да, это преподаватели говорят, что это экономика переходного периода, да? Да. А что это значит, экономика переходного периода? Что ваши преподаватели, экономисты имеют в виду под этим? Абхазия — это все-таки развивающаяся страна даже в области экономики. Ну, наиболее развит у нас турист, но, честно говоря, есть много предпосылок для развития промышленности, как уже многие сказали. Ну, на данный момент это все более относится к частному сектору, то есть промышленность, то есть производство того же меда, каких-то овощей, фруктов на государственном уровне, то есть это вина и воды Абхазии. По-моему, единственный товар, который у нас выводится в Россию и продается, имеет достаточно большой спрос. Честно говоря, я думаю, что вот у нас огромная перспектива в промышленности, так как вот, по-моему, 19-20 век вот тоже производство табака в нашей стране. Табачные плантации в нашей стране на тот момент занимали около 14 тысяч гектаров. Это по цифрам, если я не ошибаюсь, это 80% от всего Закавказья, от всех закавказских табачных плантаций. То же самое у нас было с производством чая. Вообще табаководство, его возрождение в нынешних условиях, это вообще рациональный подход?
Это нужно, это реально, потому что все агитируют нас, чтобы мы не курили там, и так далее. Я не знаю, что происходит с табачной промышленностью, да. Исходя из последних данных о сумме товарооборота розничной торговли, помимо вот там продовольственных и непродовольственных товаров, помимо бензина, который там составляет до 6 миллиардов, второе и третье места это занимают как раз-таки табак, розничный оборот которого составляет 1 200 000 000 в год, и кондитерская где-то до 750 миллионов в год. И мне кажется, как раз вот Кемал затронул и табак, и мед. Почему бы нам снова не запустить эти табачные плантации, опять же захватить часть этого рынка, который там второе место занимает по товарообороту в Абхазии. И касаемо меда, у нас также орех уйма, можем открыть какую-то кондитерскую фабрику из своего меда, своего ореха, своих таких каких-то продуктов, создавать свои кондитерские изделия. Если я вас правильно понимаю, вот в советское время, в 20-е годы, да, уже сразу после установления советской власти, когда начинается восстановление хозяйства, и как тогда называли социалистическая реконструкция народного хозяйства, вот в Абхазии, например, как это происходило? Старались открывать промышленные предприятия, для которых на территории Абхазии было сырье. Но это было правильно, я так понимаю, да, чтобы сырье тоже не привозить, если сырье завозишь и так далее, понимаете, что там другая стоимость, другие деньги, другие цены вот идут. И поэтому открывались предприятия, приближенные к местному сырью. Нам надо двигаться сейчас по этому пути. Вот то, что вы говорите, мне кажется, это то же самое, что однажды делали. Это было бы эффективно, чем завозить какое-то сырье, если у нас это сырье есть уже здесь и сейчас. Ну, то есть и тогда думали правильно. Мы можем сейчас вот так же думать. В принципе, мы можем не все отбрасывать, то, что было тогда, получается. Правильно тогда понимали. Честно говоря, вот на тему промышленности, вот не с точки зрения даже экономиста, а вот как человек, вот, например, до войны нашей мой отец работал на чайфабрике. Как он мне рассказывает эти рассказы, насколько это все было организовано, насколько это огромный доход давало государству. И то же самое можно сказать про табачные компании, про производство каких-либо других продуктов. То есть я думаю, что это возможно и в наше время. Чайфабрика, табакопроизводство и все остальное. Но мне кажется, что все это возможно лишь с инвестициями. То есть это инвестиции либо Российской Федерации, возможно, других стран. То есть почему мне так кажется? Ну вот, грубо говоря, выезжая на территорию того же Сочи. Мы же там можем видеть, например, то же самое Toyota Center. Toyota Center — это же не российские какие-то компании, это Япония или то же, вот, например, город Нью-Йорк. Один из самых богатых, самых знаменитых городов. Выйдем мы на Таймс-сквер. То же самое, там компании не из США. То есть, возможно, если инвестиции пойдут в нашу страну, я не хочу затрагивать тему продажи земли, честно говоря, вот это все, потому что мне 19-20 лет, я недостаточно профессионал, недостаточно образованный, чтобы об этом говорить, но о теме самих инвестиций. То есть, например, если какая-нибудь российская компания на производстве нашей, на территории нашей старой чайфабрики построит свою чайфабрику, даст места там абхазам, какой-то процент, какой-то налог будет государству платить, и при этом мы и сами будем, грубо говоря, пользоваться этим чаем, продавать его. И вот, я думаю, это почему бы и нет. Ну, то есть есть отрасли, куда надо звать и вообще просить, чтобы пришли инвесторы. Предположим, если по поводу инвесторов мы собираемся возродить какую-либо отрасль или восстановить промышленное производство, то в данном случае мы должны обязать то, что лидирующий портфель данной владения акциями по данной промышленности будет находиться непосредственно за государством, и государство будет иметь лидирующую позицию по управлению, но при этом инвестор сам может решать, как реализовать данный продукт, сколько количества, и также условием является инвестор может согласиться, нет, но плюсом для государства то, что это самозанятость непосредственно основными работниками должны быть сами граждане Республики Абхазия, а не иностранные граждане. То есть мы должны обеспечить непосредственно трудоустройство своих граждан, и это наличие производства приводит к повышению занятости. Повышение занятости приводит к росту
предложение товара, продукции, следовательно, спрос на эту продукцию увеличивается, и это приводит к расширению рынка сбыта и возможность больше даже конкуренции на рынке. Необходимо развивать промышленность, а в частности перерабатывающую промышленность, то есть перерабатывать продукцию сельского хозяйства. И здесь, почему, создавать какой-то брендовый продукт, который сможет пользоваться спросом среди туристов также, поскольку туризм все-таки у нас приоритетная отрасль, туризм — это наш основной доход и также наш хлеб, так сказать. Ну, вы знаете, вот это тоже важный вопрос, вот большой, да, послевоенный. Не одна программа появлялась, да, вот пытались разработать разные программы экономического развития Абхазии, но, скорее всего, вот эти все программы вы изучаете, да, вы их анализируете. Надеюсь, что вы с этими программами знакомы. Экономика для нас — это очень серьезная проблема. Вот. И ощущение такое, что все программы, они по сути одинаковые. Вообще у вас есть позиция по тем экономическим программам, которые существуют у нас? Как вы же говорили, как нужно, но непонятно как. Индикаторы, по-моему, тоже непонятны. Но я хочу вернуться к тому, что для этого нам надо базы данных, индикаторы и цифры, на которые мы можем как ориентировать, как надо делать, и потом оценить, насколько это по плану или по предыдущему году, насколько как достижение было. Но пока отсутствуют у нас такие точные цифры, я думаю, все равно будет сложно. Начнем с того, что у нас даже закона нету о поддержке малого и среднего предпринимательства. То есть он был проект, там были очень так абстрактно какие-то механизмы поддержки, но конкретики не было, и поэтому он так и не был принят. То есть нет этой четкой программы поддержки предпринимателей, в которой бы, вот Илья очень правильно слово говорил, комплекс. Вообще развитие экономики, оно должно происходить комплексно, и должно параллельно идти развитие и как правовой сферы, и кадровой сферы, кадровых решений. А если мы говорим о сельском, помимо сельском хозяйстве, то нужна реальная программа, реальные пути достижения этого. Конечно, без инвестиций нам не обойтись. Но что нужно тогда инвесторам? Какие-то у нас есть и закон об инвестиционной деятельности, и там сказано, что при каком-то количестве инвестиций, там свыше 50 миллионов, тоже есть льготы инвесторам, да, освобождаются от налога на прибыль и все. То есть инвесторы должны быть уверены в том, что они застрахованы, и то, что их права будут соблюдены. Это говорит о том, что в принципе, правовая база у нас есть, но она должна работать, и мы должны действительно убрать все те негативные факторы, которые есть, и привлекать инвесторов. Но помимо сельского хозяйства у нас же есть и другие отрасли, например, промышленность. Я не про уголь сейчас в Кварчале, но есть и другие полезные месторождения, там кварцевый песок. Скажите, сельскохозяйственные проекты, о которых все время, вот целый год почти мы говорим о них. Кстати, был объявлен конкурс, и очень многие люди выиграли, и они занялись реализацией этих проектов. Как это вписывается в то, что вы говорите? Это очень хорошая возможность, и многие ею пользуются. Я говорю о тех сферах, это только для сельского хозяйства. А я говорю, что о другой сфере предпринимательства, не связанной с сельским хозяйством, что ей тоже нужны источники для финансирования, а начинать бизнес с нуля, стартовый капитал хоть какой-то она должна где-то найти. Вот эта проблема. Проблема все-таки не в том, что нету средств что-то сделать, в стране есть деньги. Проблема в том, что конкуренция слишком большая, человеку некуда сбывать этот товар. Он из-за этого очень много бизнесов не организует, очень много идей погибает, потому что реально российский товар
глушит полностью все наши товары. Вот это основная проблема. Есть в стране деньги. Ну, у это людей его есть позиция. деньги. С этой позиции, Да. я вижу, экономисты не согласны. Отчет да. был недавно по обороту средств на картах, там что-то такое. Сколько в стране денег находится, сколько переходит. Реально большие суммы. У людей есть деньги. Просто многим нету смысла в Абхазии что-то делать. Почему? Потому что тут конкуренция большая российских товаров. Я считаю, что мы находимся в игре, в которой по правилам мы уже проиграли. Априори мы проигравшие. Поэтому мы не должны следовать этим правилам, которые нам навязывают. Вещи, за которые вы говорите, это правила, которые нам навязали. По этим правилам нас никогда не признают, и мы никогда не будем развиваться. По этим правилам мы всегда будем за счет кого-то развиваться. Наоборот, мы очень энтузиасты на экономическом факультете и всячески думаем, как и что делать. И все, что мы предлагаем, это не какое-то навязанное мнение, а здравый смысл, можно сказать. И просто нужно, конечно, при начале бизнеса, опять-таки, очень много факторов, и конкуренция в том числе. Но здесь, наверное, нужно начинать с малого, выбирать какой-то один небольшой сегмент и затем расширяться. Потом со стороны государства какая-то поддержка. Все это в комплексе. Просто пока еще государству это не удается сделать. Государству тяжело, конечно. На самом деле, когда начинаешь с малого и дальше, чтобы двигаться, должно быть сопровождение какое-то, да, сопровождение со стороны государства, поддержка, я не знаю, там инвестиционная, еще какая-то консультационная, финансовая и прочее. Вот такая должна быть поддержка. С этим, конечно, сложно. И если мы не будем экономически состоятельны, скажите, что будет с нашим государством? Чем может закончиться наша экономическая несостоятельность? Состоятельности мы даже общались с педагогами, у нас общество также разделилось. Примером является для многих государств, может являться или нет, это наличие национальной валюты. Но сама по себе национальная валюта не является идентификатором становления самого государства. То есть в мире большое количество примеров стран, в которых нет национальной валюты, но они экономически развиты. Это Финляндия. Одно из передовых мест в Европе — это Норвегия, которая высокий уровень заработка, экономического развития, социальной направленности экономики. В данном случае, на данном этапе развития экономики, если кто-то согласен дискутировать, то многих ребят, в том числе и я, соглашаюсь о том, что на данном этапе нашего развития нашему государству не нужна собственная валюта. Когда-то я записывала лекцию Андрея Бгажба. Андрей Бгажба, он преподавал на вашем факультете, он в прошлом году, если не ошибаюсь, да, вот недавно, Царство Небесное, он скончался, это был очень сильный специалист. Он читал лекцию на тему бумажных денег и так далее. Или гейзелевские деньги и так далее. То, что он предлагал, никто не услышал. Кстати, ни тогда, ни после, ни одна власть, ни одно правительство, все боятся экспериментировать, понимаете? Вот по проторе на такой пути, идти по такому пути, наверное, легче. Если бы не политическая вот эта ситуация, вот эта спекуляция, да, вот шаг какой-то сделается чуть влево или чуть вправо, начинается: ты не патриот, ты предатель, и мы не можем работать свободно. Если мы имели бы право свободно работать, может быть, на самом деле правительство, там, руководство страны, не знаю, власть любая, да, думала бы о том, чтобы попробовать где-то поэкспериментировать. Если даже мы ошибемся, когда ничего не делаешь, это хуже, да, под лежачий камень вода не течет, да. И стереотипно думать, что мы не можем иметь национальную валюту, мы не можем это иметь. Мне кажется, это нас к хорошему не приведет, потому что времени вот на такое существование, мне кажется, нам отпущено не так уж много. Если мы переходим к рыночной экономике, но переходный период продолжается, все же в нашем государстве, в нашей экономической системе, какова должна быть роль государства? Мне интересно, как вас этому обучают. Роль государства, она должна быть такой очень важной, сильной, или ни в коем случае. Государство там занимается регулирующими всякими вещами, а экономикой, хозяйством, бизнесом занимаются не государство, а занимаются частные лица. Или как? Да? Сложный вопрос? Хорошо.
стремился к переходу к рыночной экономике, но при этом не были созданы условия, до конца не было у людей понимания, как вообще это все будет выглядеть. Если государство тогда хоть какие-то институты как-то бы подготовило население к этому, вот переходной этот момент, то, возможно, бы не было таких бы последствий. Я понимаю, что много проблем в Абхазии, которые мы не обсудили, которые могут мешать предпринимательству. Это тоже, наверное, однажды обсудим. Но сегодня все-таки вы молодые, вы можете рисковать. Говорят, риск — благородное дело в экономике тоже. Взрослые люди очень боятся, они консервативны, они боятся рисковать и очень часто не могут заработать то, что могли бы заработать из-за того, что не рискнули. А вы можете рисковать, потому что у вас другой жизненный опыт, вы не очень боитесь и так далее. И получается в конечном итоге очень хорошо. И, кстати, в бизнесе прекрасно преуспевают женщины, вы знаете. Да, и поэтому я хочу, чтобы эти знания вам пригодились. Но не все рождаются, как я уже говорила, серебряной ложкой во рту. Основная масса людей становятся успешными, потому что они работают и вкалывают как? До посинения. Очень много работают. Мне хотелось бы, чтобы у вас получилось именно так вкалывать и работать, чтобы вы стали успешными. А вот студенческий взгляд на многие проблемы, которые были озвучены в начале нашей передачи Мазейда, они прозвучали таким образом. Мазейда — вполне себе вербальное общение. Присоединяйтесь к нам. Спасибо. Да.